Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так: вернется ли он к вам? Будет ли примирение, будет ли возвращение? Что дальше будет с вами, между вами и как сложится жизнь и судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и на мужчину. Задайте свой вопрос, вернется ли он ко мне. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная информация. А ему что-то мешает к вам вернуться? Смотрите, вы его ждете, все глаза просмотрели, кто-то проплакал. Он тоже хочет к вам вернуться, но что-то очень сильно мешает. Здесь как будто бы как камень между вами огромный, да, вот лежит и путь закрывает. Мужчина, конечно, много ошибок в жизни наделал, но у него сейчас хорошее время, когда он все свои ошибки понимает. Не только понимает, но готов их исправить, искупить. Не просто словами, а какими-то конкретными действиями. И он хочет к вам вернуться, но его как будто бы не пускают, либо не дают. А вы уже вся просто извелись, да, вот эти мысли постоянные, эти переживания. Вы тоже не знаете, как поступить, ждать его, забыть его, начать работать над своей личной жизнью. Вот как мне поступить? Хотя сердце у вас не на месте. Так, давайте я еще возьму оракул, посмотрю. Просто очень интересно, что ему так мешает. Что это такой камень лежит? Но это с его стороны, видите, не с вашей стороны, это именно с его стороны камень. Это его что-то, либо кто-то к вам не пускает. Так, что кто не пускает? Так, как будто бы удача от него отвернулась. Он как будто по рукам, по ногам спутан, понимаете? Какая-то женщина его связала, привязала, забрала у него удачу. Госпожа удача, вот она, эта женщина, вот она магия, вот они спутанные, запутанные дороги, женщины спутанные, запутанные. Здесь какое-то время должно пройти. Но это женщина, которая не желает его от тебя отпускать. Он для нее как кукла, которой она играет. Да, вот. Я играю куклы. Я люблю всех своих кукол. У меня их много, да. Я их типа коллекционирую. Вот почему он не может вернуться сейчас. Девочки, здесь либо эмоциональный шантаж очень такой надменной женщины, ну типа мама, да, она там прикидывается больной, либо еще что-то делает, да, его около себя удерживает, запутала ему все дороги, время тянет. Либо это какая-то соперница-разлучница, которая применила магию, да, и вот удача отвернулась, пути закрылись, и он у нее просто на привязи сидит. Вот такая ситуация. Слушайте, ну это грустно. Это очень-очень грустно. Ладно, будем разбираться дальше. Да, вот поэтому здесь показали его ошибки, острые моменты и промахи, которые он допустил. Возможно, даже вы расстались. Да не то, чтобы возможно. Скорее, 99,9%, что вы расстались из-за него. Это его какие-то слова, его какие-то действия и поступки привели к тому, что вы сейчас не вместе. А вообще, по идее, вы должны были быть вместе. У вас общая крыша над головой должна была бы быть. Но видите как. Либо он такой, знаете, чувствительный мамочкин сынок, который не умеет жить самостоятельно. Либо он действительно с какой-то женщиной спутался, которая магию применила. И поэтому вот такая вот ситуация произошла. Знаете, как будто бы он сам себя наказал. Ну, не только себя, конечно, и вас наказал, но
Вы ему нужны больше, чем он вам на самом-то деле, девочки. Вот что бы вы там ни думали, но по факту это именно так и отыграется. Знаете, здесь какая-то временная заминка. Это не значит, что он вообще никогда не вернется, никогда не придет. Это время. Там была карта времени. То есть вот эти чары, эта магия, либо этот обман, он временного характера. То есть через время, либо мужчина придет в себя, поймет, что его обманывают, либо магия прекратит действовать, да, ему удача откроется, и тогда он сможет прийти к вам. Но он, девочки, постоянно о вас думает, постоянно думает, постоянно в голове проигрывает момент встречи с вами, да, какой он будет счастливый, какая вы будете красивая, теплая, нежная. Он об этом постоянно думает. И смотрите, у него за спиной как баул с вещами. То есть он уже как будто бы собирает вещи для того, чтобы к вам ехать. Но поскольку этот камень закрывает ему дорогу, у него не получится. Не получится. Слушайте, а еще я вижу, что у вас какая-то подруга, либо какая-то родственница очень ядовитая, которая этого мужчину прям на дух не переносит. И она вам постоянно делает больно, говоря о нем плохо, либо указывая на какие-то вещи, которые очевидны, которые причиняют вам боль. Вы, пожалуйста, ее не слушайте. У нее самой какая-то жизнь несчастливая. И она просто, знаете, как вот есть люди, мазохисты, которые прям любят причинять себе боль. Вот она к такому привыкла, и она себя этим тешит. Почему-то она думает, что вам тоже это приятно. Вы с ней поговорите, не надо так травить свою душу. Да зачем она это делает для вас? Вообще не слушайте, скажите, что прогоните ее, если будет еще так делать. Ой, девочки, тяжело, конечно. Тяжело, очень тяжело. Так, ладно. Смотрите, вы не просто так встретились. Вам кто-то даже изначально мешал встретиться. Здесь какие-то люди изначально пытались сделать все, чтобы вы не встретились, либо чтобы между вами ничего не произошло и ничего не получилось. Но вопреки этим людям, но при воле высших сил вы все равно встретились и все равно друг друга полюбили. Смотрите, по идее, вы уже сейчас должны быть под одной крышей, да, жить тихо, мирно, любить друг друга и наслаждаться друг другом. Но из-за ошибок мужчин, либо его какой-то легковерности, пустоты, да, невнимательности, не знаю, там, авантюризма, азарта, у кого как отыграется, да, из-за его ошибок получилось вас разделить, развести и вот эту преграду поставить. Да. Вы друг другу действительно по судьбе. По судьбе. Высшие силы вообще хотят, чтобы вы были вместе и жили под одной крышей. Причем, знаете, как говорят, что этот мужчина, вот смотрите, да, это немножко не относится к теме, но тем не менее, этот мужчина, он вам чем-то обязан, либо он какое-то обязательство взял перед воплощением, перед именно вами, перед вашей душой, то есть что-то для вас сделать. Например, там, дом для вас построить, в чем-то помочь, там, от чего-то защитить. Да? Вот у него перед вами даже как обязательство, как долг есть у души его. И он это тоже чувствует, это тоже его, понимаете, да, стимулирует. То есть он еще должен вам для вас, либо вам что-то сделать. То есть это в будущем будет. По-любому вы встретитесь, по-любому он вернется, но только время. Время должно пройти. Так, еще что вы должны знать. Девочки, вы должны знать, что у вас буквально там ближайшие несколько дней, несколько недель, максимум там месяц-полтора, появится какой-то новый мужчина, который будет за вами ухаживать. По крайней мере, он будет рядом, он будет крутиться под ногами, он будет дарить вам цветы, приглашать вас на свидание, он будет интересоваться вашей жизнью, даже может помощь какую-то будет оказывать. Такой мужчина. А вы понимаете, вы об этом думаете, вы этого не рассматриваете, вы от себя его прогоняете. Но бывают такие моменты, когда девчонки могут сказать от отчаяния, да, от боли, от отчаяния, сказать: ладно, кто есть, тот есть, да. Либо я вот сейчас отомщу тому, кто меня бросил, да, отомщу другому человеку. Типа влюблю в себя и брошу. Девочки, в общем, тут еще приключения у вас будут с другим мужчиной. Как бы вы там к нему не отнеслись, но тем не менее, он рядом, и он вас добивается. А ну-ка я еще на этого другого мужчину посмотрю.
Просто интересно. Может, вы вообще этого другого выберете, да? И совсем по-другому сложится ваша жизнь. То время идет, а вы все ждете. Слушайте, он тут глупости натворил, а вы его все ждете. Так, другой мужчина, кто он? Ой, да он... Ой. Ой, ничего себе. Хе-хе. Так, мужчина темная лошадка, сразу говорю. С каким-то очень темным прошлым. Тут добро и зло в нем боролось. Знаете, очень кажется, что он был очень плохим человеком, но либо прошел какую-то школу жизни, где просто, не знаю, умирал и возрождался. Но у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. И человек настроен именно на семейность, на серьезные семейные отношения. А вы для него, ну, будущая жена. Просто он по-другому вас рассматривать и не будет. Да, да. Интересный, конечно, мужчина. Кстати, у мужчины очень хорошо по финансам. Прям такой, знаете, ого, какой мужчина. Ладно, давайте посмотрим, а с кем вы все-таки останетесь. Да, нам же интересно. Или вообще рекомендация, кого лучше выбирать. Вот так вот задаем вопрос. Кого вам лучше выбирать? Того, кого вы загадали изначально, либо вот этого второго, который появится. Чё ты, блин? Да, сдается мне, что того, кого вы загадали, придется долго ждать. И вот эта женщина, она не настолько глупая, чтобы его просто так отпустить. Когда она поймет, что закончился ее обман, либо ее магия закончилась, она что-то будет другое придумывать, чтобы его задержать, остановить, либо она даже может за него бороться. А вот этот второй, но здесь показали именно его любовь к вам, его восхищение вами, но не показали вашу ответную любовь в его сторону. Девочки, история не заканчивается. Ответа нет. Ответа нет. Выбор вы свой еще сделаете. Будут меняться обстоятельства, будет меняться ситуация. И отталкиваясь от момента, здесь и сейчас, вы будете делать свой выбор. Что вы должны знать для себя? Что встреча с тем, кого вы загадали, точно состоится, не в ближайшее время, может быть ближе, ну вот к зиме, зимой, вот почему-то мне прям холодом повеяло, да, скорее всего, когда будет холодно, мороз, да, в это время. А этот мужчина, он появится раньше, этот мужчина придет вот с какими-то дождями, не знаю, дожди, как сезон дождей, не знаю. Дожди начнут там проливные идти, да, вот в это время он появится. То есть, ну, совсем скоро, грубо говоря. А этот попозже придет. Угу. Но этот еще что-то для вас будет делать, какое-то обещание исполнять. А этот просто будет ходить за вами хвостиком и любить вас, восхищаться и тосковать по вам. Девочки мои хорошие, вот что бы ни происходило, какие бы обстоятельства ни возникали, для себя вы должны четко понимать и четко знать, что вы счастливая, в будущем вы счастливая. И рядом с вами есть прекрасный мужчина, который вас и любит, и ценит, и обеспечивает. Вот так вот, мои хорошие. Этот мужчина, вот этот, еще какой-то мужчина. Я не знаю, я не могу сказать. Мы не смотрим на вашего будущего мужа. Но то, что вы будете счастливы, то, что вы будете в браке, в полноценных отношениях, в добрых, в теплых отношениях, это точно. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.